Всем привет, друзья! Я очень рад. Мой канал набрал больше 3000 подписчиков. Пожалуйста, все, кто не подписался на мой канал, подпишитесь. Да, я видел и читал комментарии о том, что этот голос плохой. Если мой канал наберет 5000 подписчиков, я обязательно сделаю хороший и понятный голос. Только подпишитесь на мой канал. И еще подпишитесь на канал нашего брата. Пацан делает реально годный контент и очень старается. Ссылку на его канал оставлю в описании под видео. А теперь перейдем к новостям. Власти уверяют, что это решение принято для защиты населения от пандемии COVID-19. Мэр Душанбе Рустам Эмомали продлил закрытие всех вещевых рынков города до 31 мая. Данное решение принято для защиты населения от коронавируса и других инфекционных болезней, сообщили Азия Плюс в мэрии города. По словам источника, на рынках в это время будут проводить дезинфекционные работы в целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения COVID-19. Предприниматели Карвона просят заморозить реконструкцию рынка. Им надо как-то выживать. По решению мэрии вещевые рынки столицы были закрыты с 30 апреля, предварительно до 10 мая, а теперь этот период продлили до конца текущего месяца. Напомним, в Душанбе закрывают отели, отправляя своих сотрудников в бессрочный отпуск, а также кафе и рестораны. По состоянию на вечер 7 мая в Таджикистане зарегистрировано 461 случай заражения COVID-19, 12 человек умерли. Все о коронавирусе читайте в нашем специальном сюжете. По инициативе кыргызской стороны 8 мая вечером состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Таджикистана Сираджиддина Мухриддина и Кыргызстана Чингиза Айдарбекова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили инцидент, произошедший вечером 8 мая в районе участка Кумазор-Джамат-Чаркух Сагдийской области Республики Таджикистан, сообщает Департамент информации МИД Таджикистана. На таджикско-кыргызской границе произошел вооруженный конфликт. Двое таджикистанцев тяжело ранены. В ходе разговора собеседники отметили необходимость координации действий, направленных на оперативное урегулирование возникшего инцидента. Министры пришли к единому мнению о важности проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях снятия напряженности в районе границы и недопущения эскалации ситуации в дальнейшем. 8 мая вечером в Джамате Чаркух из Фааринского района на таджикско-киргизской границе произошел пограничный конфликт. Двое таджикистанцев были тяжело ранены. Отмечается, что в результате проведения двусторонних мер эскалация конфликта была предотвращена.